Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на моем канале. Меня зовут Искендер Шаршеев. Я экономист, чуть-чуть разбираюсь в финансах, чуть-чуть в бизнес-управлении, ну и в житейских вопросах. Сейчас за окном идет дождь, довольно-таки мокро все, туманно, но, как говорится, на то он и ноябрь. В прошлом моем видео мы с вами говорили о том, как можно сократить правительство, как можно сэкономить деньги государственного бюджета и передать частному сектору то, что ему по праву принадлежит, а именно здравоохранение, культуру и обеспечение наших любимых родителей, стариков. Поступили некоторые комментарии, некоторые мнения, очень рад вашим мнениям и жду еще больше вашей реакции, ваших вопросов, чтобы потом суметь развернуто поразмышлять с вами на эту тему. Сегодня я хотел с вами поговорить о такой важной вещи, о программной вещи для страны, о такой вещи, как страновые цели. Вы представляете, у нас страна, наша Кыргызская республика, страновые цели уже давно не ставит. В наше же время страновой целью стала ЭНСУР президента Атамбаева, то есть это национальная стратегия развития, да, 2017 года. Редко какие страны декларируют свои страновые цели, и, возможно, в этом объясняется разность их развития. По моему же мнению, страна не может развиваться, если четко не знает, куда хочет прийти. И, например, очень свежая страновая цель была в Финляндии. Ставила цель стать зеленой экономикой. То есть полностью отказаться от нефти и стать самой чистой и зеленой страной в мире. Это замечательно. Дело в том, что, учитывая то, что появляются такие автомобили как Tesla, появляются такие компании, как SolarCity, это вполне возможно. Как могла бы звучать вообще цель нашей страны? И я бы предложил 5 основных пунктов. Да? Наша страна, Кыргызская республика, всегда, все время вечности, да, будет самой чистой страной на земле. Это была бы самая крутая цель. Везде, куда мы бы на выставки ездили бы, встречались бы с инвесторами, ездили бы по другим странам, везде бы мы говорили. Цель нашей страны быть самой чистой, самой зеленой, самой лучшей и дружелюбной для проживания человека. У нас гуманитариев полно. Вся энергия нашего народа, по выражению многих иностранных гостей, инвесторов, уходит в песни и в празднества, выступления на тоях, концертах, да? То есть было бы интересно совместить поэзию нашего народа, да, с техническими вещами. Например, развивать, вот как одна из подцелей, это биотехнологии, чтобы в будущем суметь создавать замечательные экологические системы. Мир очень серьезно начинает относиться к тому, что у нас шарик слишком рискованное место для жизни человечества. Наш шарик может в любой момент исчезнуть. И важно человечеству, чтобы выжить как виду, расширяться, да, в пространстве. С этим связаны многие мечты и устремления современных великих людей. Мы могли бы поставить цель развивать технологии создания стабильных обществ на других планетах, территориях. Например, если японцы создадут подводные города, какой социальный строй будет там? Какая политическая система будет там? Если, например, Элон Маск добьется своей мечты, да, это знаменитый предприниматель Силиконовой долины сегодняшний, владелец компании SpaceX, SolarCity, Tesla, если он полетит на Марс в 1934 году и обосновывает колонию, если бы авторы проекта Mars One обоснуют колонию на Марсе, и там начнет расти общество, какие должны быть политические системы? Если бы наша страна, наши ученые посвящали бы этому вопросу пристальное внимание, я думаю, что эти наработки пригодились бы в практическом плане. Следующая цель бы стать мировым глобальным поставщиком органически чистых продуктов и биологических систем, автономных биологических систем, чтобы можно было в любой части пустыни мира, да, на горе, в озере, в космическом корабле создать ферму, выращивать овощи, фрукты и кормить людей, да, при этом все делать чисто, экологично, безопасно. И 5-й пункт, который хотелось бы предложить, было бы просто замечательно, если бы
наша страна внесла свой вклад в терраформирование других планет. Ну, начнем с Марса. Что такое терраформинг? Это очень интересная вещь. Это когда, скажем, на Марс отправляются ракеты с микроорганизмами Земли, да, которые умеют жить в атмосфере Марса, бедной, более углекислой, да, ну, и которые могут прижиться там, ну, развиться и выделить кислород, как в свое время произошло с Землей. Если, ну, есть группа энтузиастов, которая как-то подсчитала, сколько будет стоить денег превратить Марс в подобие Земли. Предварительный расчет у них указывал цифру около 400 триллионов долларов. Ну, соответственно, ну почему бы и нет? Как, ну, самая главная цель страны — это стать самой экологически чистой страной мира. Вот такая страновая цель предлагается. Я думаю, что кто-то посмеется из наших реалистов, но большинство людей воспримут это достаточно серьезно. Потому что так уж повелось в мире, что сегодня великие люди действительно мечтают о больших целях. И это оправданно, потому что, ведя к большой цели, к великой цели, всегда можно добиться промежуточных результатов, которые являются нечто большим, чем до этого всего. Подписывайтесь на комментарии, ставьте лайки, задавайте вопросы, спорьте со мной, высказывайте свое мнение. Буду очень рад, если вы подпишетесь и откомментируете данное мое видео.